Говорят, человек жив до тех пор, пока жива память о нем. Судя по заполненным до отказа трибунам Ледового дворца Ирандык, Вадим Немзоров навсегда поселился в сердцах сибайцев. Имя талантливого хоккеиста, бессменного тренера и яркого игрока крепко вошло в историю Сибая. Почтить светлую память Вадима Аркадьевича, так рано ушедшего из жизни, пришли его воспитанники, коллеги, близкие, друзья и те, кто все это время преданно болел за городские команды. Этот человек был влюблен в спорт, в хоккей, он и играл на профессиональном уровне за Магнитогорский «Металлург». Ну, что о нем сказать? Тем более вот он воспитал детей и вывел их на российский уровень. Это говорит о многом. Я считаю, очень много дал он нашим детям по жизни. И это и умение играть в хоккей, и какие-то советы по жизни, вести в каких-то определенных жизненных ситуациях. То есть, можно сказать, как второй отец. Для вас это большая утрата? Да, конечно, для детей, и для родителей, и для детей это очень, конечно, большой стресс. Потерять такого человека. Его знают и в Магнитогорске как хоккеиста, как организатора детского хоккея, любительского хоккея. Ну и мы очень довольны, что сегодня организаторы очень хорошо подошли к этому матчу. В общем-то, помнить о Вадиме Аркадьевиче как организаторе сибайского хоккея мы будем долго, очень долго. Легенду сибайского хоккея каждый из присутствующих вспоминал лишь добрым словом. Почетные гости матча отметили, вклад, который внес Вадим Немзоров в развитие хоккея, неоценим и заслуживает большого уважения. Вадим Аркадьевич всю свою жизнь посвятил хоккею. Как вы знаете, он профессионально играл в хоккей. Затем многие годы занимался развитием хоккея в Сибае. Очень много сил он приложил для того, чтобы хоккей в Сибае процветал. Безвременно ушедшего из жизни яркого сибайского спортсмена помянули минутой молчания. Студенты колледжа искусств и учащиеся 9-го лицея исполнили гимны России и Республики Башкортостан. Выступление сопровождалось духовым оркестром. Уход из жизни уважаемого тренера стал большой потерей для юных хоккеистов команды «Горняк-2004». Я не поверил сначала. Трудно пережить это. Мы огорчились очень сильно. Плакали. Он нам очень много времени посвящал, был хорошим тренером. Как давно ты приходил к Вадиму Аркадьевичу? Что ты можешь о нем сказать? Каким он человек? Я ходил к нему 2,5 года. Этот человек был очень важен к сибайскому спорту и к Магнитогорскому, к Челябинскому. И, конечно, очень жаль, что он ушел из жизни. Вадим Аркадьевич очень хороший тренер. Он никогда не ругается, он старается как лучше сделать, пытается чему-то нам научить. Вот. Когда я узнал, что он умер, я сначала не поверил, и это было очень неожиданно. В памятном матче на льду встретились хоккеисты команд «Горняк» и Магнитогорского государственного технического университета. Среди игроков сыновья Вадима Немзорова – Андрей и Илья, которые продолжают славный путь своего отца. Кстати, Андрей Немзоров стал автором одного из голов этого матча. Игра завершилась со счетом 4-3 в пользу магнитогорцев. Было принято решение, что 30 ноября определен днем проведения хоккейного турнира, детского турнира в память Вадима Аркадьевича Немзорова. И мы думаем, что данный турнир будет проводиться ежегодно, станет традиционным. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.